место и значение литературы региона в общенациональном культурном пространстве. Конечно, в осмыслении роли и значения библиотеки в культурной жизни общества, безусловно, имеет важное значение проблема формирования и развития литературы. Первый доклад называется следующим образом. Исторические условия формирования литературных процессов в Коми края во второй половине 19-го, начала 20 веков. Слово предоставляется Авдеевой Анне Капитоновне, профессору, профессору кафедры управления информационными, документационными и социально-политическими процессами Коми Республиканской академии государственной службы и управления, доктору исторических наук. ЦТВК. Пожалуйста, Капитоновна. Прежде чем я начну рассказывать о исторических условиях возникновения литературных процессов, я как председатель общества изучения Коми края хочу поздравить библиотеку с ее славным юбилеем, пожелать ей куждем да кушут, вед става слова гур, вед щемет велы завума, джоми джалу велы, вед става свелы каджинян. Студент я слегян индешоны лучики. Дорогие наши библиотекари, мы все вышли из библиотеки, как из Гоголевской шинели. Кто из какой библиотеки? Кто из Национальной библиотеки и библиотеки имени Ленина? Кто вышел из сельской библиотеки? Библиотека – это тот воздух, в котором мы с вами, я обращаюсь к вам и к молодому поколению, которые читали, смотрели, думали, рассуждали. В библиотеке вы находили своих друзей, обменивались какие-то мнения. Библиотека это была действительно, как сказала абсолютно правильно Ольга Рудольфовна, теплым домом для всех и для нас. Поэтому, уважаемые товарищи, уважаемые коллеги, огромное вам спасибо за ваш титанический труд, за то, что вы, несмотря ни на какие усилия со стороны кого-то или не было поколебать наш союз, да, союз библиотеки, музея, архива и вуза, ничего нельзя с этим поделать. Поэтому будьте здоровы, будьте счастливы. И от имени общества изучения Республики Коми, всех краеведов Республики Коми, от всех тех, кто присоединился, я имею в виду это общество Коми, отделение Российского общества историков-архивистов, вот эти цветы именно для библиотеки. Ольга Рудольфовна, позволю себе начать, свое сообщение небольшое, которое называется «Исторические условия возникновения литературных процессов в Коми крае во второй половине 19-го, начале 20 веков». Во-первых, почему именно литературные процессы и почему именно здесь? Потому что литературные процессы, сама литература, она неотделима от книги, книга неотделима от библиотеки. И вот как абсолютно было правильно сказано у Михаила Дмитриевича, что именно в провинции рождались вот такие уникальные совершенно учреждения культуры, как наша национальная библиотека. Изучение исторических причин формирования литературных процессов в регионах Российской империи имеет давнюю традицию. В исследованиях российских и региональных ученых неоднократно подчеркивалась важность и актуальность исследования работ, посвященных историческому прошлому. Исследуя общие особенности, ученые убедительно и достоверно доказывали связь литературных процессов и исторического развития регионов и страны. Это в первую очередь работа Андрея Андреевича Цендлера, Павла Григорьевича Доронина, Ларисы Павловны Рощевской, Ольги Евтифовны Бондаренко, ученых Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения, работников Национальной библиотеки, а также, конечно, краеведов Республики Коми. В их работах рассматриваются и исследуются этапы формирования библиотечного отдела, рассматриваются роль библиотек в формировании гражданского общества, потому что конец 19-го, начало 20 века – это гражданское общество, это вот эти самые-самые первые признаки, когда именно не только интеллигенция и не только дворянство, но и крестьянство, как я сейчас мы посмотрим в этом сообщении, активно включается именно в общественно-политическую жизнь. К сожалению, нужно сказать, что в советское время
некоторые оценки вот этих явлений, которые проходили в литературной жизни, были определены как, пожалуй, вся история определенными партийными установками и взглядами правящей партии на литературу вообще и литературный процесс в частности. Я не буду здесь говорить плохое, хорошее, давать оценку этому, это было. Но сегодня настало время по-новому взглянуть на исторические условия возникновения литературных процессов, что позволит выявить новые сведения, проблемы и факты. Но цель моего сообщения – рассмотреть причины и условия формирования именно национальных литературных процессов в Коми края во второй половине 19-го, начала 20 века. Уважаемые друзья, товарищи, Дона Йортряс, период исследования моих, конечно, выбран не случайно. Если мы помним, да и вы знаете, вторая половина 19-го, начало 20 века – это время реформ и контрреформ, учреждения земств, создания сети образовательных учреждений, формирования общественных организаций. Особое внимание в этот период уделялось образованию, просвещению, обучению, а также развитию искусства, литературы, печати и так далее. Коми край, входивший в состав Российской империи, также был включен в общероссийские процессы. Великие реформы, движение разночинцев, экономический рост оказали воздействие на развитие коми-литературы. Вторая половина 19 века связана с именами основоположников коми-литературы. Куратов, Зыткин, Жаков и другие. Они писали как на русском, так и на коми-языках. Благодаря им появились переводы на коми-язык ряда церковных произведений. Активно велась работа над составлением русско-зырянского словаря, зырянской грамматики, что способствовало развитию литературного языка, и я подчеркиваю, укреплению русских коми культурных связей. Продолжалось изучение коми края, традиций, истории, быта, как российскими, так и местными учеными. Я назову только несколько. Это и Надеждин, и Шренк, и Шеглер, и другие провели в коми крае первые исследования природы, истории, этнографии. Причем в этом процессе активно участвуют представители местной интеллигенции, как русской, так и коми. Активизация культурной жизни и развитие литературных процессов было связано с рядом причин. Я не буду здесь много говорить и утомлять ваше внимание, мы определили только три. Первое. Проведенные во второй половине 19 века реформы привели к развитию всех отраслей экономики и включению регионов России в общекультурные страновые процессы. Проведенная в 40-е годы 19 века реформа Киселева затронула треть крестьянского населения страны, в том числе и население Коми края. Вы прекрасно знаете, что население Коми края не относилось к разряду помещичьих крестьян. Это были государственные крестьяне, которые не знали ни крепостной зависимости, не знали личного диктата и гнета и так далее, и так далее. Наряду с мерами хозяйственного и социально-бытового характера, устранение крестьянского малоземелья, упорядочение податного обложения, создание сельских школ, организация медицинской и ветеринарной помощи, реформа предусматривалась устройство правильной и справедливой администрации, а также библиотеки школ. Реформа Киселева, с одной стороны, закрепила принцип местного самоуправления для государственных крестьян, улучшила в какой-то мере их экономическое и бытовое положение, способствовала созданию подъема государственной деревни. Но, с другой стороны, конечно, она привела к мелочной опеке над крестьянством. Крестьянство Коми получило возможность активно участвовать в торговле, создавать промышленные предприятия и так далее. Как показано в исследовании Владимира Чучукова и Лидии Ивановны Суриной, к началу 20 века на территории Коми появляются новое производство, пути сообщения, и капиталистические отношения охватывают все новые и новые территории. В это время в Усть-Усольском уезде появились первые лесозаготовительные предприятия, кооперация, расширяется сфера деятельности крестьянского предпринимательства и так далее. То есть одной из первых причин явилось, конечно же, включение этой территории в экономическое развитие всей страны, империи и так далее. Во-вторых, повсеместно во всей стране и в крае интеллигенция активно создавала общественные организации. Образование общественных организаций основывалось не только на точной букве закона, сколько на традиции. Законов, регламентирующих деятельность общественных организаций, до 1906 года не было. Вопрос разрешения того или иного общества рассматривался обычно в комитете министров. Затем одобренный им устав общества поступал на утверждение к императору. Общественные организации были, как правило, небольшими объединениями, насчитывали несколько сот человек.
Их руководящими органами являлись общие собрания, правления и советы. На общих собраниях рассматривались преимущественно организационные и финансовые вопросы. Правления общественных организаций состояли из председателя, товарищей, секретаря, нескольких членов. Руководящий состав подтверждал утверждение властями. Подавляющее большинство российских общественных организаций, особенно в провинциях и в том числе в Уссурийском уезде, не обладало разветвленной внутренней структурой и действовало, как правило, на местном уровне, в рамках уезда или города. На территории Коми-края основной целью создаваемых общественных организаций было просвещение образования населения, сбор материалов, формирование археологических и этнографических коллекций. Общество организовали драматические музыкальные кружки, ставили спектакли, концерты, участвовали в сборе исторических документов. Большую роль в работе по сбору этих материалов сыграло Архангельское общество изучения Коми-края. Члены отделения 1911 года собрали предметы археологического и этнографического характера, зырянские народные произведения. Для этого Андрей Андреевич Цепер, который является основоположником развития архивного отдела в Республике Коми, и сейчас буквально недавно, буквально на той неделе мы отпраздновали 95-летие архивной отрасли Республики Коми, открыли доску, мемориальную доску, посвященную Андрею Андреевичу. И его называли иностранцы единственным работником Зырянского края в области этнографии и краеведения, разработал специальную инструкцию для проведения исследовательской работы. В августе 1911 года Цепер обратился в Уссурийский земской управ с предложением открытия музея. И в обращении указывал, что музей может впоследствии стать гордостью и украшением Уссурийска. В результате в 1911 году в Уссурийске был открыт краеведческий музей, и он хранил не только исторические факты, но и знакомил население с научной литературой, приобщал его к книжной культуре и способствовал воспитанию. В основу деятельности общественных организаций коми-интеллигенции были положены принципы реализма, народности, и это в определенной мере сформировало творческое мировоззрение коми-писателей, которые начинали творческий путь в этот период. Это и Лебедев, и Майков, и Чисталев, и Лыткин. Не последнюю роль в становлении литературных процессов сыграла и сформированная к концу периода библиотечная сеть. Открытая в 1837 году читальная библиотека Уссурийска, о чем у нас уже прекрасно рассказала Ольга Валерьевна, я не буду говорить об этом, активизировала не только работу по созданию личных библиотек чиновников, о чем тоже нужно говорить, потому что они тоже были служащих, церковных служителей, но и привела к формированию библиотек, так называемых народных библиотек, которые были ориентированы на читателей с национальным образованием. В начале 20 века на территории Коми-края библиотеки имелись в селах Аны, Кобра, Озер, Щугар и так далее. 37 народных библиотек Уссурийского уезда в 1907 году имели 400-600 книг, а у двух из них насчитывалось более 1000 экземпляров. Самой крупной оставалась, конечно, библиотека города Уссурийска. Ими могли пользоваться все жители городов и ближайших территорий. С целью просвещения и образования при музее в 1911 году была открыта и первая коми-научная библиотека. К 1912 году здесь насчитывалось 276 наименований и 648 томов книг. Большая часть была пожертвована членами Уссурийского отделения Архангельского общества. И третье, наконец, последнее. Активизация национальных литературных процессов способствовала и рост образовательных учреждений в Коми-крае. К 1911 году в крае насчитывалось 307 школ, 132 земских, 124 церковных приходских. В них обучалось 13 479 учащихся. В 1909 году открылась женская, а в 1912 году мужская гимназия. Грамотность населения Коми и Уссурийского и Ялинского уезда составила 27% и приближалась к среднему показателю. Всего же в 1912 году в крае насчитывалось 11 высших, 2 ремесленных училища, а в 1916 году в Уссурийске была открыта учительская семинария. При каждом образовательном учреждении работали библиотека, кружки, проводились благотворительные мероприятия, что превращало их в очаги культуры. Здесь формировалось мировоззрение будущих коми-писателей, что обсуждение вновь появившихся произведений. В
Национальные литературные интересы, я подчеркиваю это, базировались на созидательной деятельности людей и формировались в тесной связи именно с русской культурой. И в то же время они сохраняли свою самобытность и колорит. Завершая свое краткое выступление, потому что можно будет почитать, если это будет издано, что, рассматривая исторические условия формирования литературных процессов в Коми-крае, возникает главный вопрос, который волнует нас и сегодня. Это взаимоотношения власти и общественных организаций, занимающихся вопросами просветительства, литературного творчества и так далее. Нужно отметить, что во второй половине 19-го, начале 20 века эти взаимоотношения власти, уездных органов, ну и библиотеки, в нашем случае и библиотек, и образовательных учреждений, всевозможных обществах, они базировались в первую очередь на взаимопонимании и сотрудничестве. Власть видела в культурно-просветительской деятельности интеллигенции широкие возможности как в деле общественного пресвещения, так и образования и просвещения населения. Одну из главных ролей, основополагающих и определяющих, играла, естественно, Народная библиотека или библиотека, которая была открыта в 1837 году, чье 180-летие сегодня мы отмечаем. Ура библиотеке! Спасибо вам за внимание. Еще раз спасибо вам за ваш труд. Спасибо, Анна Григорьевна. В продолжении рассказа нашей истории формирования литературных процессов нам слово представляется Павлу Федоровичу Римерову. Слегка скорректированная тема доклада «Зарождение концепции национальной идентичности в художественных произведениях Ивана Куратова и Калистрата Жакова». Павел Федорович, очень попрошу придерживаться регламента. 15 минут. Специфика изучения процесса формирования национальных литературных традиций сегодня является одним из приоритетных направлений в русской литературе. Преемственность взаимосвязи и взаимодействия национальных литератур мыслится как важнейшая проблема литературоведения, определяющая литературу России во всей ее полноте. Как отмечает автор предисловия коллективной монографии пермской литературы в контексте финно-угорской культуры и российской словесности, исследование феномена российской литературы как уникального явления, синтезировавшего в себе философский и нравственный опыт, художественное слово многих народов – глобальная задача современного литературоведения, решение которой возможно на пути системного изучения промежуточных литературных общностей, их внутренних свойств и взаимных отношений. Системное изучение литературной традиции неизбежно предполагает постановку вопроса об ее абсолютном начале, о тех когнитивных процессах, которые привели к возникновению литературы. Традиционно считается, что так называемые молодые или младописьменные литературы советской терминологии берут свое начало в фольклоре, но при этом не учитывается, что сам фольклор может порождать только фольклорные тексты, а наличие литературное освоение фольклора свидетельствует уже о наличии художественного сознания. В этом смысле актуальное изучение самого процесса перехода от фольклорно-мифологического типа сознания к, собственно, сознанию художественному, как духовной элементарной доминанте художественности. Толчком для такого перехода справедливо полагается освоение национальной словесности опыта русской литературы, благодаря которому, начиная с середины XIX века, а наиболее интенсивно с первой четверти XX века формируются каноны национальных и региональных литературных традиций России. Опыт формирования литературной традиции Коми на Коми-почве в этом смысле достаточно репрезентативен. Начало формирования этой традиции было положено миссионерской деятельностью Стефана Пермского, создателя коми-письменности в XIV веке. Вместе с тем становление литературы оказалось длительным во времени в связи с перестройкой всей системы этнической культуры в поэтапном вхождении народа Коми в христианский мир. Переход от язычества к христианству вызвал когнитивные процессы, ставшие основой новых интеллектуальных возможностей для коми-стороны, позволивших ей включиться в диалог с культурой Древней Руси, пусть даже в состоянии пассивной, принимающей стороны получателя текстов по терминологии Юрия Михайловича Лотмана. Первый этап диалога связан с переводами богослужебной литературы на пермский коми-язык самим Стефаном Пермским. Второй этап диалога ознаменован сочинением Епифания Премудрого, преподобного священноимика отца нашего Епифания, слова жития и учения святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископом, или жития Стефана Пермского.
Ну и далее, за этим следует уже литература об Чукотской Перми 15-18 веков. К сожалению, от нее осталось немного текстов, но в ней участвуют уже, кстати, комик-книжники. В качестве активной стороны комик-культура включается в диалог уже на третьем этапе. Ее ответом в русской культуре становятся аутентичные фольклорные тексты о крещении чуди. И только в первой половине XIX века самостоятельные литературные нарративы. Смысловые акценты, становящиеся этнической культуры, сосредоточены на христианизации как на главном событии эпохи. И словесность, как устная, так и письменная, интегрируется в сюжет христианизации, впервые разработанном в сочинении Епифания Премудрого. Поскольку житие – единственный исторический документ эпохи, то именно этот сюжет христианизации со всеми структурными компонентами становится каноническим. Сюжет разворачивается в определенной последовательности эпизодов, с определенным составом действующих лиц, главными из которых являются там Стефан Пермский и Павел Сотник, его противник. И вполне закономерно, что именно этот сюжет становится индикатором зарождающейся национальной словесности. Свидетельством этому является творчество крупнейших писателей из коми-среды Ивана Алексеевича Куратова и Калистрата Филалевича Жакова. В период учебы в Вологодской семинарии, это 50-е годы XIX века, Иван Алексеевич Куратов живо интересуется историей коми-народа, особенно историей его крещения. Эти события он называет оазисом в пустыне Зырянской истории и намеревается посвятить им большую работу, в которой рассматривались бы различные аспекты стефановской миссии, а также вопросы происхождения народа коми, коми-языка стефановским книгам и разбору сохранившихся отрывков обетов на коми-языке. В это же время Куратов начинает работать над драматической поэмой о крещении коми-народа Стефаном Пермским. Поэма сохранилась не полностью. На сегодняшний день известно только несколько фрагментов текста, по которым можно судить о сюжетной линии, а также несколько черновых записей о характерах образов. Судя по этим записям, в первоначальном замысле поэмы образ противника Стефана, пермского волхва Пама Сотника, Куратов называет его Пама, рисуется исключительно негативно. В своих заметках поэт называет его грубым шаманом, который, отказавшись от крещения водой, хлопотал о крещении своего народа кровью. Однако по мере работы над поэмой возникает другой образ языческого волхва, отличный от общепринятого церковного. Пама в поэме Куратова – это ревнитель языческой религии пермян, отеческих устоев общественной жизни, древних обычаев и в этом достойный противник Стефана. Куратов создает глубоко драматический образ человека, остающегося верным заветам предков, и, может быть, это самое главное, остающегося верным своему народу, своим богам, хотя сам народ, и даже боги от него отступают. Действие происходит в Нешпогосте, в доме главного шамана Пама. Здесь собираются шаманы из других мест коми-земли и обсуждают события, связанные с приходом Стефана и обращением в русскую веру коми-людей. За Стефаном стоит сила Москвы и сила христианского Бога, поэтому новая вера стремительно распространяется, нет такой силы, которая могла бы это остановить. Отовсюду приходят сообщения об обращении в христианство новых территорий Коми, о разбитых кумирницах Койпеля. Религийная ситуация усиливается вещими сновидениями Памы, которого коми-народу ему память готова на безрадостное будущее. Создается ощущение, что мир вокруг Памы и его окружение рушится, что светопредставление вот-вот должно захватить и их. В этой ситуации ожидать помощи можно только со стороны богов, и Пама обращается к своему богу Войпелю. В сохранившемся фрагменте, озаглавленном самим поэтом «Молитва Памы», герой спрашивает своего бога, кто из них прав, Стефан или он Пама, при том, что сам он никогда не изменял древним преданиям, любил свой народ и правду, оберегал его от чужеземной власти, но теперь Стефан обличает его во лжи. Ему верят, поскольку Стефан слишком овладел умами, чтобы не верить его добрым намерениям. Пама спрашивает Койпеля, что, быть может, они оба при всех своих добрых целях ошибаются, поэтому ему Паме важно знать истинный смысл происходящего. Цитирую: «Зачем, о Койпель, своему жрецу не дашь ты своего знания? Ведь перед народом он, Пама, выступает от имени Бога. Раскрытие всей правды помогло бы Паме в этом противостоянии со Стефаном». Ответ Койпеля дается в небольшой заметке, прилагаемой к этой же рукописи. В легендарном рассказе тут действует натура в лице Койпеля, доброго и критического бога.
Он дело решит тем, что им богам Бог не поможет. Стефан выбран своим Богом хорошо, как ты, Пама, в свое время был также хорошо выбран. Я, Войпель, не знаю намерений своего Бога, потому что у всех богов есть свой Бог, и это идет математически. У высшего знаемого нами Бога есть Бог, непонятный ни на йоту. Речь Войпеля должна окончиться благородно, со всем знанием движения умов. Смысл откровения в том, что он, Войпель, не в силах противостоять Стефану, поскольку тот избран высшим Богом, как в свое время был избран высшим Богом и Пама. Войпель раскрывает перед Памой грандиозную картину мироздания, по мысли Куратова, соответствующую языческой космологии Коми. Это иерархическая система, в которой каждое божество подчинено более высшему математически, то есть математической прогрессии. И вся система в целом управляется верховным, еще знаемым божеством, над которым есть еще более высший Бог, имя и происхождение которого неизвестно, как неизвестно и непонятно принцип управления им Вселенной. Причем Войпелю самому непонятно даже намерение, которым руководствуется божество, находящееся иерархически выше него. В такой глобальной вселенской системе христианство Стефана и язычество Памы оказываются приравненными друг к другу, как бы еретически это не выглядело. Все дело лишь независимо от желаний и пристрастий людей и богов предопределенности, исходящей от волеизъявления неизъяснимого высшего Бога. Колесо может повернуться в ту или другую сторону, и неизвестно, какая вера окажется истиной в следующий момент. Встреча христианства и язычества на земле Перми приравнивается метафизической вспышке на какое-то время осветившей историческое прошлое Коми народа. С этой точки зрения конец XIV века оказывается эпохой, в которой были еще героические люди, высокие деяния, и обращение к событиям этой эпохи для Ивана Куратова имело смысл возвращения к подлинно национальному, в русле которого можно рассматривать и вопрос о национальном характере, национальном герое. Очевидно, что первоначальному замыслу главным героем поэмы должен был стать Стефан Пермский, принесший своему народу свет христианства. Куратов не мог знать легенду о происхождении Стефана от Коми женщин, поэтому Стефан мог претендовать на статус национального героя, посвятившего свою жизнь спасению своего народа для жизни вечной. Однако по мере работы над произведением на первый план выдвигается противник Стефана, главный пермский шаман Пама, который остается верен своему долгу, предпочтя изгнание, но не предательство веры и обычаев отцов. Таким образом, совершенно неожиданно для самого Куратова носителем лучших черт национального характера оказывается языческий волк. Привлекательность образа Пама как национального героя в первую очередь обусловлена тем, что за ним стоит тайна исторического прошлого Коми народа, которая ассоциируется с архетипом Золотого века, когда, как утверждает Старый Волк в сотне сочинений Епифания, многие боги были милосердны и давали людям в избытке всякого улова, всего, что было в лесах, в водах, в воздухе, а вести из дальних стран мгновенно достигали пермских пределов. В этом смысле символическое местоположение Пама определяется границей Золотого века. Это единственный подтверждаемый средневековыми письменными источниками образ достефановской истории Коми народа. Поэтому ему приписывается знание неких тайн, в свое время открытых волхвам древними богами. По замыслу Куратова Пама посвящен в тайны вселенского миропорядка. Он знает, что время древних богов ушло, и что по воле высшего Бога наступает новая эпоха. Но признать и принять ее значит отрешиться от бесконечно дорогого ему мира, посвященного памяти предков. А этого он сделать не может. Пама вступает в конфликт не только с христианством, которое несет Стефан, но и с волей своих языческих богов, а также с волей своего народа, принимающего новую веру. В этом трагизм Памы, который в своем противостоянии новому мироустройству обречен на тотальное одиночество и вечное осуждение. Это иная, не эпифаневская точка зрения на крещение, предполагавшая главным героем произведения не Стефана Пермского, а его противника, Пама-сотника, была на то время абсолютно новаторской. В сущности, интерпретация событий крещения с точки зрения Пама переводила сюжет поэмы на иной концептуальный уровень. И это был уровень национальной литературы со своей особой аксиологией и философией. Фактически же опыт Куратова показал, что сюжет христианизации, столь значимый для Коми национального менталитета, является ключевым для Коми словесности и в целом, показателем его национальной специфики, а всего этого почвой для обретения автором национальной идентичности. В отличие от Куратова, Жаков обращается к образу Пама вполне сознательно. В автобиографическом романе «Сквозь струю жизни» он не раз
не раз как бы так фиксирует внимание читателя на том, что он начал еще свой молодежный период, когда еще не был никем, практически только учился в реальном училище, написал поэму о Паме, но она распространилась в списках по Вологде и исчезла. В Киевский университетский период своей жизни тоже он пишет поэму о Паме, о которой тоже нам ничего не известно доподлинно. А впервые песни Пама Бурморта появляются в зеленом сборнике молодых поэтов-символистов в 1905 году в Петербурге, уже в петербургский период его жизни. Но вот это вот несколько этих песен, на которые обратили внимание и Брюсов, и Блок, они как бы сказать, они не дают характеристики Пама. Это просто стихотворные какие-то, стихотворения какие-то в прозе, верлибры написаны. И в том же 1905 году выходит книга Жакова «На север в поисках за Памом Бурмортом», куда включены и эти стихотворения, еще предлагается история Пама Бурморта. Пам Бурморт — это сын Пама Сотника, легендарного противника Стефана Пермского. И, в общем-то, действие происходит таким образом. Герой этой книги — молодой фольклорист или этнолог, который путешествует по Коми краю в поисках, собирает фольклор. Но от обычного полевого, наверное, полевой экспедиции, что ли, там, его путешествие отличается тем, что он ищет он не только собирает фольклор, но и ищет еще и сведения о некоем языческом волхве Паме Бурморте. Время. Я вообще-то говорю. Я закончу скоро. Его научная экспедиция превращается в сакральное странствие на северную землю предков, и он сам этнограф Чужак становится неофитом, проходящим испытания. Только пройдя весь путь, приобщившись к отеческим святыням, он наконец находит вот этого человека, который рассказывает ему о Паме Бурморте. Это некий последний из учеников этого Пама Бурморта, который живет в устье Щугора, на Щугоре, на реке. И вот приобщившись тайнам этого старого волхва, что ли, Жаков сам репрезентирует себя уже как знатока неких языческих знаний, которые трансформируются затем в его систему философскую, названную им символизм. Но я хочу что сказать. Вот история Пама Бурморта, она показательна тем, что, в общем-то, здесь тоже интерпретируется сюжет столкновения Пама Сотника со Стефаном Пермским, только на другом уровне. Сам Пам Бурморт, сын, да, он, как бы изделившись в религии своих отцов, он совершает путешествие куда-то на юг в поисках новых знаний. И его путешествие завершается в Индии, где он находит ответы на все интересующие его вопросы. И он постигает какую-то некую религию новую, в которой видятся какие-то истоки брахманизма, которые он приносит на свою землю. И в свете этой религии, что ли, язычество Пама Сотника и христианство Стефана, они оказываются такими вот мелкими колесиками, которые вот, включены в знание единой сущности какой-то, в абсолютное знание. И этим самым он примиряет вот эти вот языческие народы, которые собираются идти войной на север, на принявший христианство север. Так вот, для Жакова христианизация обозначается как концептуальная граница между языческим золотым веком Коми-народа и современной историей. Этот исторический переход был неизбежен, но связь с языческим прошлым остается показателем подлинности, этнически, изначальной мудрости, знания основ бытия. И носителем этих черт является сын Пама Сотника, Пам Бурморт, хранитель особого знания, упоминание о котором проходит сквозной темой в других произведениях писателя, наследником которого в авторской мифологии Жакова является он сам. И в заключение надо отметить, что национальная специфика литературы — понятие сложное. И мы не ставили своей задачей раскрытие ее. Наша задача была скромнее — рассмотреть, как и когда, и при каких обстоятельствах появляется в художественных произведениях первых коми авторов концепция национальной идентичности. Естественно, что в формировании национальной идеи важную роль играет так называемый поиск истоков, исторических или мифологических. Как мы знаем, оба автора занимались реконструкцией
функциями истории, мифологии, грамматического строя языка и тому подобное. Но в любом случае эти занятия приводили их обоих к единственному источнику сведений об историческом прошлом народа житию Стефана Пермского. Платовские и жаковские интерпретации событий христианизации возникают в форме диалога с епифаневской житийной трактовкой этих событий или даже с епифаневским житийным сюжетом христианизации. Они не отрицают этот сюжет, но их сочувствие на стороне других героев, противников христианизации. Они говорят, да, христианизация положила начало собственной истории народа, но она же и положила конец первоначальному доисторическому его бытию, изначальной гармонии Золотого века, такому светлому прошлому, которое рисуется в виде Золотого века. Но главное, конечно, не в этом. Обращение к теме крещения вызвано, на наш взгляд, и мучительным поиском разъяснения истоков нынешнего состояния народной среды. И в этом поиске любовь к народу и боль за него. Отсюда и рождение национальной идентичности в творчестве рассматриваемых авторов. Спасибо. Переходим от первых литераторов Коми-Земли к осмыслению современной действительности сегодняшней современной коми-прозы. Слово предоставляется Татьяне Леонидовне Кузнецовой. Ее доклад «Новейшая коми-проза в художественном осмыслении действительности». Итак, новейшая коми-проза в художественном осмыслении действительности. Коми-проза конца 20-го, начала 21 веков во многом характеризуя художественный облик новейшей литературы, в своих исканиях отражает противоречия переходного периода, переживаемого страной. Опыт художественного осмысления отражает изменчивый лик жизни. Само время, период быстрых изменений, не позволяет в полной мере осмыслить ее противоречивую суть. Писатели пытаются определиться в поисках ценностных мировоззренческих основ творчества. Проза второй половины 80-х годов 20 века, начала 21 века составляет этап развития, характеризующийся, на наш взгляд, напряженной энергией художественных поисков. Именно это обстоятельство обуславливает специфику художественного осмысления действительности. Энергией поиска рождены явления и процессы, характеризующие художественный облик коми-прозу порубежья. Разрушившиеся связи, что вызывают ощущение дискомфорта, чувство безысходности, характеризуют картину мира, отличную от сложившейся в литературе 70-х, начала 70-х годов 20 века. Ощущение катастрофичности, охватившего общество, воплощается в смыслообразе смерти. Повести Егора Ручева «Исповедь», «Термиша», «Долгий сон», Александра Лужикова «Окаменевшие слезы», рассказа Александра Ульянова «Черная осень» и других. Писатели обращаются к пассиистическим мотивам. Роман Геннадия Жукова «Огневница», Владимира Тимина «Викинг из Биармии», повесть Викина «Мальчик из Печегорской» и другие. Глубокий нравственно-психологический кризис, который испытывает герой, емко выражает катаклизмы, потрясшие современное общество. Дисгармония в отношениях с миром, изнуряющая его, также выразительно характеризует духовное состояние современника. Повести Петра Шахова «Синий патефон», «Белый дом», Егора Ручева «Долгий сон», Александра Лужикова «Окаменевшие слезы», Александра Ульянова «Чипан-Миш», рассказы Александра Ульянова «На высокой горе, на красивом пригорке», «Потерявшиеся души», Ивана Нагиева и другие. В сущности, в названном произведении Александра Лужикова, рассказах Алексея Павлогрудова «Туман», «Сон», «Мы» запечатлены метания героя. Его органичная включенность в ритм жизни видимая. Он неблагополучен, он нездоров, он раздираем внутренними противоречиями. Нетрадиционная структура композиции, иная сфера топоса, а также внимание к деформированным формам сознания, событие, полусон, видение, состоянию сна позволяет обнажить экзистенциальные ощущения, которые переживает человек в очень непростой период переосмысления. Особенности характера героя прозы порубежья во многом определяются его мироощущением. Мироотношения героя, запечатлевая разрушившуюся целостность мира, характеризует сознание общества. Мироощущения героя, выражая дух сложного, очень неспокойного времени, играют особую семантическую роль.
открывает возможности изображения духовного состояния современника, его психологии, во многом травмированной драматичным временем. Специфическое художественное значение получает сфера субъективных ощущений, мир чувств. Семантическую наполненность особого характера получают образы героев, занятых творческим трудом, писателей, поэтов, журналистов. В повести Петра Шахова «Синий патефон», «Белый дом», Егора Рочева «Долгий сон», Александра Лужикова «Окаменевшие слезы». Внутренние монологи, исповеди, дневниковые записи, отрывки из художественных произведений становятся формой выражения отношений героя с миром. В прозе конца 20-го, начала 21 веков открываются очень непростые отношения героя с миром, когда он в попытках их осмыслить переживает эсхатологические ощущения, стремление остро прочувствовать связь со временем, понять, в чем основное предназначение человека, осознать значимость жизненных ценностей. Киноповесть Юрия Якишева «Ангел рода», произведение Александра Некрасова «Быть человеком» и «Как стать великим», рассказы Нины Облесковой «На семи лодках», Егора Рочева «Тундровый орел», миниатюры Ивана Белых и другие. Исследование разрушившихся отношений современника с миром, который в лечении гармонии пытается осмыслить глубинную связь времен, понять, каково его место в мире. Прозаика открывает сферу его мироощущения, связи с обществом, нацией, родом, семьей. Освобождаясь от идеологизированных взглядов, проза концентрирует внимание на семейно-родовых отношениях, органично связанных с национальным опытом. Семейно-родовые основы жизни рассматриваются как определяющие, формирующие духовный опыт личности. Киноповесть Юрия Якишева «Ангел рода», повесть Алексея Попова «Расплата», рассказы Нины Куратовой «Значит, живу еще», Нины Облесковой «На семи лодках», миниатюры Ивана Белыха, Александра Ульянова и других. И это утверждение, выработанное современной прозой, несомненно имеет важное значение. Тотальное одиночество героя повести Егора Рочева «Долгий сон», изуродованного социально-политической системой, изолированного от семейной сферы, утратившего связи с родом, моральными устоями, выработанными веками, приводит не только к нравственному оскудению. Герой теряет связь с миром. Гармоничность мироощущения во многом обусловлена и семейно-родовым единством. Если в повести Алексея Попова «Расплата» аспект семейно-родовых связей связан с нравственными аспектами, киноповесть Юрия Якишева «Ангел рода» в утверждении незыблемости семейно-родовых связей философично. В состоянии реанимации целостности мира семейно-родовые отношения утверждаются как вечно обламляющаяся и нерушимая основа жизни. Крушение мира воспринимается героями и как разрушение семейно-родовых связей. Национальное воспринимается писателями как органично связанное с семейно-родовым единством и потому абсолютно естественное. Взгляд на природу национального, выраженный в произведениях Юрия Якишева, Егора Рочева, также отражает процесс формирования целостного взгляда на действительность. При том, что прозаики осознают необходимость переосмысления национального, проза во многом еще описательно-созерцательна в стремлении к воссозданию национальной картины мира, утверждении самобытности истории и культуры народа. Неспроста повесть Владимира Тимина «Мальчик с Пермиевой-Чегоской», семантика которой во многом дидактична, адресована юному читателю. В стремлении выработать новый взгляд на исторический опыт народа писатель обращается к документальным источникам, по этнографическому материалу. Документальные повести Александра Паникова «В реку-то забирают, когда останавливается дорога», «Тюрнины», рассказы Алексея Попова «Красный ковшель», Альбина Мухлева «Вечерние посиделки», цикл коротких рассказов Алексея Бурдова, Василия Ладыгина и другие произведения. Апологетизация прошлого связана с затаенно возвышенным, любовным его изображением. Романы Геннадия Юшкова «Огневница», Владимира Тимина «Викинг из Биармия». Экономические, социальные катаклизмы, которые переживает современное общество, актуализируют вопрос о духовных возможностях человека, о нравственных глубинах сознания. Стремление осмыслить духовный опыт, выразившееся в монологе о прожитом,
повесть Александра Некрасова «Как стать великим», рассказы Нины Облесковой «На семи лодках» Егора Рочева «Мудрый орел», напряженное размышление о былом, болезненные сомнения в этической состоятельности свершенного, повести Алексея Попова «Расплата», Егора Рочева «Долгий сон», Александра Ульянова «Ты и я», рассказы Вячеслава Бабина «Полосатый лучей» и другие произведения открывают попытки прозаиков решить очень непростые нравственные проблемы. Нравственные поиски придают глубину художественному тексту. Общество вступило в непростой период переосмысления, подведения итогов, тяготение к ценностям общечеловеческим углубляет эстетическую значимость прозы. Думается, вполне справедливо внимание к общечеловеческим ценностям, наблюдающиеся в русской литературе границы тысячелетий, литературоведы Лейдерман или Повецкий связывают с глубинными процессами, определяющими природу общественного сознания. Кавычки открываются. Возвращение к вечному означало в сущности возвращение к человеческому измерению. В свете вечности, существования и бытия человека, его судьба, его духовный мир выступает ценностным центром искусства. Кавычки закрываются. Герой тяготеет к тому, чтобы осознать меру личной ответственности. Проза стремится выявить, насколько человек самодостаточен. В эпоху, когда герой, исполненный эсхатологическими ощущениями, в полной мере ощутил, что мир хаотичен и непознаваем, в нем появляются силы, дающие возможность задать себе главный вопрос. В нем рождается чувство ответственности. Повести Егора Рочева «Долгий сон», Александра Некрасова «Как стать великим», Алексея Попова «Расплата», рассказы Егора Рочева «Мудрый орел». Это очень важный знак, также характеризующий глубинные изменения, происходящие в сознании общества. Подспудное стремление осознать меру ответственности, осмыслить связи с обществом, находит форму выражения в мотиве вины, необходимости переоценить жизненный опыт, испытать глубокое покаяние. Нравственные искания современной прозы находят форму весьма значимой мысли о вековечном, неиссякаемом могуществе человека, аккумулирующем созидательную энергию. В осмыслении неразрешимых противоречий, в поисках независимых от политизированных концепций форм художественного решения, проза приходит к утверждению приоритета природных, экологических, географических факторов развития истории и культуры народа. Писатели обращаются к этнической, родовой, семейной генеалогии характера. Киноповесть Юлия Егишева «Ангел рода», повесть Егора Рочева «Долгий сон», Алексея Попова «Расплата», рассказы Нины Облесковой «На семи лодках» и другие произведения. Мысль о значимости природных факторов, обуславливающих нравственный опыт и судьбу личности, определяет художественное поиск современной комик-прозы. Высокое напряжение апокалиптических ощущений, выражаемого настроения эпохи, способствует тому, чтобы выявить основные жизненные ценности, понять, в чем предназначение человека. Выражая эволюцию сознания общества, комик-проза конца 20-го, начала 21 веков тяготеет к исследованию глубинных основ жизни. Художественный опыт повести свидетельствует о том, что литература тревожной современности способна к выработке философского взгляда. Юрий Егишев насыщает художественную семантику киноповести «Ангел рода» глубинным смыслом, воссоздавая единение противоречий, на котором зиждется могучее движение жизни. Проникновение в суть, непростые поиски путей к истине составляют ключ произведения. Взору автора открывается мощный поток движения жизни. Быт его произведений наполнен бытийным содержанием. В нем словно запечатлена поступь времени. Состояние поиска находит выражение в процессах межжанрового движения, что наблюдается в малой прозе. Если в предыдущие периоды истории развития комик-литературы жанр рассказа отчетливо выделялся, на рубеже 20-21 веков он словно вступает в ряд других малых прозаических форм. Имеет смысл вести речь о малых формах современной комик-прозы. Получили развитие промежуточные формы. Многие произведения Ивана Белых и Александра Ульянова сложные, синтетичные формы, включающие в себя черты нескольких жанровых образований – рассказа, очерка, миниатюры. Некоторые произведения Алексея Попова и Ивана Белых можно отнести к жанру как короткого рассказа, так и миниатюры. Прозаический
сборники Ивана Белых «Гори мой костер» и Александра Ульянова «Каменистая гора» скорее сборники малой прозы, чем сборники рассказов. В период, когда общество ощущает необходимость переосмысления исторического прошлого, когда современник ощущает дисгармонию в отношениях с миром, что коррелирует с развитием субъектного начала, обращением к индивидуальному опыту, особое место в прозе получает миниатюра. Видимо, это обусловлено художественными особенностями этого весьма своеобразного жанра, его близостью с поэтикой черновика, выражающейся в незавершенности, граничащей потоком сознания. Произведения Ивана Белых, Василия Ладыкина, Александра Ульянова и других. Художественная природа миниатюр во многом обусловлена художественной атмосферой эпохи, для которой характерны, как пишут исследователи, осколочность, фрагментарность, отсутствие целостности. Художественное осмысление действительности особую функцию получает короткий рассказ, в котором нашла яркое выражение индивидуальность автора. Произведение Юрия Яковлева концентрировано разновидность классического рассказа. Художественные поиски Алексея Попова нашли авторскую форму цикла коротких рассказов «Капельки жизни». В коротких рассказах Александра Ульянова ярко выразилось отношение автора к миру. На наш взгляд, совершенно справедливое утверждение известного российского литературоведа Юрия Борисовича Арницкого. Почти каждый автор, кавычки открывается, написавший хотя бы несколько произведений малой прозы, создает собственную жанровую и структурную модель этой формы. Сейчас прошу еще полторы минутки. Вместе с тем можно говорить об обобщенных моделях. Сложности переходного периода, драматизирующие жизнь современного общества, конечно, не способствуют развитию крупного эпического жанра. Роман переживает непростые времена. Период, когда целостность мира восприятия современника нарушена, не создает условий для эпического осмысления действительности. Видимо, все же жанровую основу романа, жанра вечно обновляющегося Бахтина, определяет сложившиеся отношения к действительности, жизни, которая способна выработать данный момент общества. Целостность взгляд на жизнь, как отмечает исследователь Романа Султанов. Симптоматично, что только в цикличности, формируемой романом Александра Некрасова «Быть человеком» и его повестью «Как стать великим», рождается эпичность романного качества, в то время как произведение, жанр которого обозначен автора как роман, превратились уже в повести. И произведение Ивана Турова «Дорога в утерянный дом» запечатлелись кризисные моменты, переживаемые романом. Видимо, ощущая это, автор обозначает его как жанр романа-хроника. Как роман-хроника. Итак, помню, проза конца 20-го, начала 21 веков испытывает непростое состояние поиска художественных концепций. Переживая перестроечный синдром, выражающийся в обсуждении политических проблем, коллективизация 30-х годов, кулаковская тема, экологические национальные проблемы. Проза тяготеет к исследованию сложных взаимоотношений мира и человека, стремится акцентировать внимание на сущности аспектах духовной жизни, сферы чувств героев. Постепенно освобождаясь от влияния политизированных концепций, проза пытается сосредоточить поиски на вопросах истории и культуры народа. Спасибо за внимание. Татьяна Леонидовна, у нас еще остался один доклад до обеденного блока нашего. Андрей Геевич Попов. Андрей Геевич сказал, что очень оперативно. Союз писателей Республики Коми. Перспективы развития. Добрый день. Пользуясь случаем, поздравляю с сегодняшним днем, как раз с юбилеем Национальной библиотеки. Союз писателей Республики Коми постоянно работает со многими библиотеками, старается со многими иметь контакт. Но вот, несмотря на это, иногда возникают такие информационные какие-то согласия или какие-то непонятные вещи. Мне хотелось бы просто целью задачи моего выступления было бы вот, некоторые информационно сказать, что же такое Союз писателей Республики Коми, что же он хочет и какие отношения он хотел бы выстраивать с библиотеками. Но Союз писателей Республики Коми, он немножко старше Союза писателей СССР. Он возник на несколько месяцев раньше,
1934 году. Но на сегодняшний день и потом, впоследствии, он является региональным отделением Союза писателей СССР, а впоследствии региональным отделением Союза писателей России. На сегодняшний день очень много всяких творческих союзов, когда начинается путаница в головах. Вот. Все приходят с такими похожими билетами на Союз писателей России. Вот. И как бы говорят, я там член какого-то такого союза, это как бы должно быть, как бы, по идее, возвышать. И понятно, ведь Союз писателей России, Союз писателей СССР, Союз писателей Республики Коми, он был создан для того, чтобы привлечь, вот, показать, что это вот люди, которые в нем находятся, это профессиональная литература. Понимаете, это та литература, которой в первую очередь следует внимание уделить, особенно библиотекам. Вот. В 1991 году, как вы знаете, произошел распад СССР, и в связи с этим начались какие-то вот движения внутри Союза писателей СССР, и он распался на две части: Союз писателей России и Союз российских писателей. Вот это два союза, которые как-то еще поддерживают высокую профессиональную планку. Но еще, за исключением, там есть, которые к нам не относятся, к нашему региону, это Союз писателей Москвы и Союз писателей Санкт-Петербурга, который Союз писателей Москвы возглавляет Евгений Сидоров, а Союз писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. Вот. Все остальные союзы либо коммерческие проекты, либо вот такие новоделы, которые как бы имеют совсем другие цели и задачи, чем вот концентрация на профессиональной литературе. Вот. И Союз писателей, вот, наша республика хороша тем, что у нас нет никакого распада на два союза. В некоторых регионах есть два союза, очень активно работающих и как бы конкурирующих между собой. Это Союз писателей России и Союз российских писателей. Наш Союз писателей Республики Коми, он вот в нем включены только члены Союза писателей России. Вот. И в связи с этим хотелось бы, конечно, думать, что библиотеки в первую очередь обратят внимание именно на наш союз. Вот так для информации, опять же скажу, что архиепископ Сыктывкарский и Комендантский Петерим не является членом Союза писателей Республики Коми. Он принимался там какими-то другими путями. Вот он, как я уже говорил в интервью в газете «Трибуна», по глубокому убеждению большинства членов Союза писателей Республики Коми, это не профессиональный писатель. А наша задача все-таки, почему как все так хотят туда вступить, и в то же время как бы и ругают, как бы, со всех сторон, потому что это признание профессионализма. Вот на сегодняшний день у нас в Союзе писателей Республики Коми где-то цифры все время меняются, но сейчас вот лично на этот момент 50 человек. Вот, где-то 49-50 человек постоянно где-то из Союза писателей. Но это связано с тем, что кто-то уходит из этой жизни, кого-то мы принимаем. Вот, в отличие, допустим, от других некоторых творческих союзов, у нас постоянно идет прием молодых авторов и постоянная работа с молодыми авторами. Вот. Значит, на сегодняшний день мы имеем 4 народных писателей Республики Коми. Это Надежда Мирошниченко, Нина Куратова, Алексей Попов и Елена Горбова. Большинство авторов проживают у нас в Сыктывкаре. Значит, в Сыктывкаре у нас проживает 36 авторов на сегодняшний день в Союзе писателей России. Вот они, как бы, знаете, любой писатель, сколько ему не обращая внимания, он все время будет думать, что ему мало этого внимания. Поэтому, как бы, вот мы говорим, есть писатели, пожалуйста, приглашайте. Зачем? Вот есть профессиональный литератор. Вот. Значит, у нас 3 человека живут в Усть-Кулуме, значит, в Усть-Двыми 1, в Усинске 1, в Ухте 2, в Кальюре 1, в Помоздино 1, 2 у нас сейчас живут в Москве и 1 человек в Иваново и в Ростове. Они являются членами Союза писателей Республики Коми, то есть стоят у нас на региональном учете, но переехали, не хотят вступать там, вот, в Союз Москвы и хотят поддерживать связь вот со своей родиной, потому что они либо родились в Республике Коми, либо долгое время здесь проживали. Вот, и были когда-то активными членами именно здесь у нас в Сыктывкаре, членами Союза писателей Республики Коми. Ну, я бы хотел напомнить некоторые имена наших членов Союза писателей. Да. Значит, я сказал, что у нас, извините, ошибся, потому что у нас 52 человека на сегодняшний день. 52 человека. Вот. И 3 человека у нас еще заявление, 4 человека у нас, как бы, знаете, как происходит прием Союза писателей? Сначала он принимается на региональном уровне, то есть вот все голосуют, да, на общем собрании, что да, достойный или недостоин, как бы, а потом уже утверждает это Москва. Вот сейчас в таком инкубационном периоде, когда Союз писателей Республики Коми рекомендовал в Москве принять еще 4 человек, находятся вот
эти 4 человека, которые я хочу назвать. Это Виталий Лазович из Воркуты, Ольга Баженова из Сыктывкара, Анатолий Цыганов и Павел Богимов, он уже тоже уехал, он сейчас находится в Греции, живет. Ну, вот я просто некоторые имена напомню, чтобы знать, кого можно было приглашать, и то, что является достоянием республики, и на сегодняшний момент может быть активно использовано по работе с библиотеками. Я знаю, что многие библиотеки там участвуют в всякой грантовой политике, там выигрывают какие-то гранты. Я прошу обратить внимание, что по этим же грантам можно пригласить достаточно квалифицированных, профессиональных авторов, известных на уровне России, прозаиков и поэтов. Ну вот народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко. Она ведущий поэт не только Республики Коми, но, как признается, один из ведущих поэтов России. Значит, с чего стоит только ее количество ее премий, которые... Она лауреат, например, большой литературной премии. Вот. Валерий Вьюхин. Вот. Он дважды лауреат премии Республики Коми правительства Республики Коми в области литературы имени Куратова. Вот. Александр Суворов. Он пишет не только стихи, но и драматические произведения, пишет и прозу. Ну, вот я бы хотел, про себя я уже не буду говорить, я хочу сказать еще о руководстве. С 1995 года у нас руководитель записателем Елена Козлова, я с 2009 года являюсь заместителем председателя правления Союза писателей Республики Коми. Поэзия Владимира Подольского, очень известна на уровне России. Татьяна Канова, если кто недавно смотрел 40-й номер литературной газеты, это такая огромная подборка Татьяны Кановой в литературной газете. Вот. Сейчас переехала в Москву Ольга Хмара, значит, Петр Столбовский, Елена Габова. Это те имена, которые могут постоянно общаться с читателями, которые готовы к этому общению. Вот причем, знаете, они же работают все почти без гонорара на этих встречах. Вот редко там возможность какая-то дается, чтобы писатели заплатили какой-то гонорар. А между прочим, вот что в Москве какой-то любой писатель перешел к другому, там в школу пришел, ему уже 5000 рублей заплатили только за то, что он пришел. Вот. А я уже не говорю, какие там другие ставки, когда уже куда-то вызывают там на несколько дней. Вот. И это все те проблемы, которые мы озвучиваем. Значит, вот Сергей Журавлев, Александр Лобанов, Тамара Ломбина, Любовь Терентьева. Вот. Это я говорю о тех, кто пишет на русском языке. Станислав Новиков, Григорий Спичак, Виктор Завыдов, который пишет удивительные исторические повести, связанные с историей разведки. Сергей Рудев из Ухты. И, конечно же, главный момент, который я немножко, может, упустила, надо было с него начать, это то, что Союз писателей Республики Коми там состоит из тех, кто пишет как на русском языке, так и на коми-языке. Потому что это два крыла литературы, которые помогают нашему союзу развиваться. В этом и есть наша перспектива развития. Потому что эти две языковые культуры помогают понять друг друга, понять. Ведь самое главное, когда заглянуть в глубину, это увидеть национального человека. И я просто назову те имена авторов, которые пишут на коми-языке. Это Галина Гутарева, Михаил Ейкин, Николай Щукин, Василий Ладыгин, Нина Андрескова, Вячеслав Бабин, Алена Ельцова, Нина Куратова, Елена Афанасьева, Евгений Козлов, Александр Шебелев, Людмила Всюрина, Виктор Напалков, Алексей Попов, Александр Ульянов, Алексей Лудов, Олег Кулешов, Алексей Мишарин, Иван Нагиев. Видите, сколько много имен. И несмотря на это, я еще назвал очень много молодых перспективных имен. Несмотря на это, у нас почему-то приглашают каких-то, не знаю, самодеятельных авторов. Какое-то предпочтение, получается, там какие-то... Человек написал 3 стишка нескладно. Вот, ко мне таких, знаете, и у этих авторов, которые самодеятельные, очень большие амбиции, очень много энергии. Вот, они пробивают там стены, приходят там в библиотеки, говорят, я гений русской поэзии там, или коми-поэзии. Вот. Мне недавно звонит молодой человек и говорит, я хочу вступить в союз писателей, я песню написал. Я говорю, если вы песню написали, вам надо в союз композиторов вступать. Он говорит, я туда хочу вступить, я еще только телефона союза композиторов не узнал. Вы мне подскажите, пожалуйста. Но
я думаю, что библиотеки должны как раз стать проводниками вот настоящей литературы, которую я назвал. И членство в Союзе писателей Республики Коми – это, так сказать, гарантия профессиональной литературы. И более того, я хочу сказать, вот прекрасный поэт сейчас вступила в Союз, Инга Коровинская из Ухты. Приглашайте. Вот. Она там умирает, потому что одиночество не знает, где выступить. Понимаете, столько библиотек у нас не может пригласить такого прекрасного поэта. Но, видите, вот у нас тут молодые авторы, вот их всего 37, вот для членов Союза писателей это немного. Вот молодым нашим членам Союза писателей Алене Шомусовой и Любовь Ануфриевой всего по 30. Вот. Это вот будущее литературы. И Союз писателей, он всегда как бы в перспективе думает, это тоже будет сменой. У нас постоянно проводятся республиканские семинары молодых авторов. Вот один год проводится с русскими авторами, другими с теми, кто пишет на коми языке. И у нас есть молодые авторы, которые могли бы представлять уже в скором будущем литературу республики. Вот недавно здесь выступала Дарья Снегирева в Национальной библиотеке из Ухты. У нас есть такие прекрасные молодые авторы, как Анна Чалышева. Она уже сегодня лауреат премии имени Дельгия, российской премии. У нас там есть еще всероссийская премия Екатерины Цумер. Она выиграла премию «Наследие». То есть это всероссийские литературные премии. Вот прекрасный автор Сальников, который пишет фантастические рассказы. Вот сейчас наконец-то выйдет его книга у нас в Сыктывкаре по социально значимой литературе. Я назову только несколько имен, которые мы могли бы приглашать и которые мы считаем, что вполне достойно могли бы представлять как будущее Союза писателей Республики Коми. Это Владимир Устиков, Мария Иконина, Мария Рафмусова, Николай Попов из Усинска, Максим Чупров, Анастасия Бесквицкая, Евгений Гусев из Воркуты, Максим Чупров, я уже знаю, Вячеслав Захаревич, Алексей Конциров, Мария Черноусова, Елена Сидорова из Воркуты, Татьяна Шахова, Андрей Кортелев из Евы, Виктория Науменко из Ухты, Денис Попов из Усыма, Дарья Филитова из Усинска. Дарья Филитова сейчас училась в семинаре Распутина в Иркутске. Евгений Переком из Ухты, Даниил Тестов, но вот он сейчас, правда, в Москве учится в литературном институте. Татьяна Ярышкина, вот у нее сейчас готовится книжка. Готовится сейчас новый сборник молодых авторов, очень рекомендую вам прочесть. Татьяна Ярышкина, Мария Размыслова и Елена Сидорова. Ольга Корева. Вот. Ну, все, я заканчиваю. Надеюсь, что, так сказать, внимание к Союзу писателей хотя бы не уменьшится после моего выступления, а в перспективе может даже увеличиться. В этом мы и видим перспективу развития Союза писателей Республики Коми в тесной связи с библиотеками, с национальными, со всеми региональными.